Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто что скоро в самом ближайшем будущем в вашей жизни появится. Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Так и спросите, кто что в моей жизни совсем скоро появится. Я думаю, все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие веселые люди. Здесь группа веселых людей. Группа небольшая. Здесь человека 3-5. Люди очень эмоциональные, артистичные. Может быть, действительно какие-то артисты, там, не знаю, танцоры, певцы, актеры, циркачи тоже может быть. Вот у вас идет знакомство с этими людьми. Какая-то очень атмосферная обстановка. Вы как будто бы в какой-то другой мир окунетесь, где нет страшных новостей, где нет политики, где нет страхов, где все легко и просто, где есть поэзия, музыка, талант настоящий. Вот не то, что там за уши притянуто, а вот настоящие самородки люди идут. Очень классно проведете с ними время. Отдохнете и душой, и телом. Получите колоссальное удовольствие от общения с этими людьми. У кого особенно были тревоги, какое-то депрессивное состояние. Вот это как чудо. Чудо произойдет. Вот расслабитесь, успокоитесь. Улыбка будет на лице. Не такое смурное выражение лица, а именно улыбка. Улыбка, позитив. Да, прекрасные люди, невероятные люди. Вот то ли знакомство, то ли вы на какое-то мероприятие попадете, где они будут. Прям такие душевные, прям такие простые, открытые. Ну, девочки, вот как, не знаю, в раю побываете. Прям с удовольствием, с удовольствием. Вы, кстати, с этими людьми потом в будущем тоже будете общаться. Они как приходят или уходят, они как приезжают, уезжают. Вот. Может быть, действительно какой-то там театр на колесах, да, либо артисты, которые постоянно гастролируют. Но вы вот как-то с ними подружитесь и вот контактами обменяетесь. Вы в будущем будете встречаться, обязательно будете. А кто-то из вас, мои хорошие, с этими людьми, возможно, даже будет сотрудничать. Что-то для них делать, либо они для вас будут делать, а может быть, вы в какой-то момент и к ним туда войдете в коллектив. Кто же знает, кто же знает. Мы же не знаем своих талантов, мы не знаем своих способностей. Да, очень полезные тут связи у вас идут. Они и душу облегчают, настроение поднимают. И еще, видите, как можно посотрудничать, тоже очень неплохо. Так, еще, девчоночки, кто искал, кто надеялся. Смотрите, у вас какой-то партнер прям в танце кружит. Видите, мужчина кружит вас в танце. Я так понимаю, совсем скоро вы встретитесь, познакомитесь с человеком, кого вы так долго ждали, кого вы искали. Ну, здесь прям смотрите, два тела, одна нога. Какой-то прям союз у вас начинается. Вам вместе хорошо, вам вместе весело. Здесь мужчина голову от женщины теряет, а женщина прям очень счастливая, готова вот довериться его заботливым рукам. Прекрасное состояние. Также, мои хорошие, может вернуться человек из прошлого, кого вы ждали, кто был в вашей голове. Да? Человек возвращается к вам. Особенно это актуально для тех,
Ну, кто вот прям на расстоянии жил. Может быть, у вас там страстный интернет-роман, и вы все никак не могли встретиться. Вот любили друг друга прям год, а может быть, несколько лет, и не было возможности. А тут, пожалуйста, видите, как вы закружитесь в этом танце любви. Очень классное состояние идет. Дальше. Я так понимаю, что это связано с какой-то профессиональной деятельностью. Кто оказывает профессиональные услуги? Знакомство с человеком, ну как клиент, да, получается у вас клиент, но этот человек, он то ли обладает какими-то обширными связями, то ли он тоже, знаете, как профессионал идет, но только в своей сфере. У вас от этого человека идет и прибыль, и возможности. Прибыль и возможности. Вот как два в одном идет. Ну, будете прям плотненько так сотрудничать, общаться. Не просто клиент. Не просто. Этот человек вам как будто бы дверь открывает, вот как будто бы в будущее открывает. Что-то будет для вас делать, либо какие-то услуги вам оказывать, либо знакомить вас с кем-то. У вас с этим человеком четверка. Четверка очень большая. То есть это прям сотрудничество, выгода, союз. И прям так на долгосрочную идет. Либо благодаря этому человеку вы можете выйти, ну, на белую полосу, да, прекрасно себя почувствовать. Так, а для других же, кто не работает сам на себя, кто не работает с клиентами, я так понимаю, что это предложение. Предложение примкнуть, ну, например, у человека есть идея открыть бизнес, да, чем-то заниматься, и вас позовут, вот именно вас, скажут, ну вот смотри, у меня есть капитал, у тебя есть голова и руки золотые, давай-ка объединим мои возможности с твоими и вместе что-то будем делать. Либо, ну банально, да, вас позовут работать в ту или иную организацию, и вы пойдете. Знаете, вот пойдете, поверьте, вы там и вырастете по карьере, и никто вас не обидит, и будете крайне довольны, и это надолго идет. Вот действительно надолго, во благо вам это идет. Очень замечательно. Так, что-то у меня микрофон отцепился. Извините. Так, что еще войдет в вашу жизнь? Ну, кому-то в жизнь автомобиль войдет. Автомобиль. Поездки на автомобиле, владение автомобилем, да, пользование автомобилем. Автомобиль. Может быть, приобретете вы автомобиль наконец-таки там для себя, в семью. Вот, будете пользоваться, либо часто ездить на автомобиле. Вот именно личный автомобиль, как идет. Так, какое-то обучение, курсы, уроки, может быть, даже какие-то вы будете брать. Вам идет учитель с огромным пакетом со знаниями. У вас как 3 секции по знаниям идут, 3. Либо в 3 разных местах вы будете учиться, либо период кратный 3 вы будете учиться. Учитель у вас классный идет, классный. Немножечко как внешний вид, может быть, вас будет смущать, вам будет казаться, да, ерунда, там, клоун какой-то. На самом деле человек очень талантливый, и, возможно, у него какие-то альтернативные методики преподавания. То есть это не сухая наука, не сухое там записывание и зубрежка, а именно вот как прожить, прочувствовать, вникнуться, да, войти в тему. Необычно, будет очень необычно, вам очень понравится. Именно такой подход понравится. И вот ваше мнение кардинально поменяется. Если первое мнение будет негативное, больше негативное, то второе, ну это просто от Бога учитель, да, мне достался учитель от Бога. Хорошо, он вас и поучит, и, знаете, научит даже чему-то, научит каким-то нестандартным движением, да, нестандартному подходу и даже какому-то альтернативному видению. То есть вы вот сразу будете отличаться от других людей, и это будет бросаться в глаза. Ну, допустим, да,
в вашей профессии вы пошли на повышение, и вам достался такой преподаватель, да, он научил вас видеть и мыслить шире. Вы своему работодателю показываете, да, чему вы научились. И ваш работодатель просто вот хлопает в ладоши, думает: боже, это чудо, чудо, гениально, да. Вот мы все тут сидим, думаем, как бы нам там вырваться, прорваться, какого-то результата достичь. А вот твоя мысль, она настолько свежая, она настолько эффективная, она там не трудоемкая. То есть вам просто будут аплодировать. Аплодировать. Да, человек вам даст больше, чем знания, даст вам особую методику, подход, и действительно расширенный кругозор получается у вас. Во благо, мои хорошие. Кстати, не забудьте обучать других. Не забудьте. Либо делайте подсказочки другим людям. Вот это будет очень хорошо для вас, для вашей кармы, ну и, конечно же, для вашего будущего. Так, девчоночки, вот кто у меня в браке, будьте поаккуратнее. Вот вышел какой-то русал. Мужчинка красивый, соблазнительный, умеет с женщинами общаться, да, к любой может найти подход. Он внешне очень красивый, а внутри он совершенно пустой. Да, внешне молодой, здоровый мужчина, а внутри какой-то вот прям старик, труха, понимаете, труха прям идет у него внутри. Картинка, конечно, супер, а вот начинка на помойку. На помойку. Не связывайтесь с этим мужчиной, вас ждет большое разочарование. Если вы с ним свяжетесь, если вы вот прям поверите в него. Он вас разочарует где-то на свидании 3-5. Вот прям скажете: боже мой, боже мой. И вот это с тобой я трачу время, Господи. Откуда ты взялся, да, из какой ты дырки вылез? Совершенно никчемный мужчина. Вот. И знаете, он вам ничего положительного не даст, но у вас могут быть проблемы в семье. Ну, допустим, да, там ваш муж узнает, что вы с кем-то общаетесь, либо кто-то из родственников узнает, и тогда будет какое-то это осуждение, порицание, там, знаете, вот это тыканье пальцами. Как ты могла, замужняя дама, ходить с каким-то там мужиком, общаться? Да, вам это не нужно, ни к чему. Ни к чему себе портить карму и нервную систему. Видите красавчика, который к вам ручки тянет, ну, по рукам ему давайте, и все, пусть дальше идет. Так, еще важный момент. Кому-то идет новый друг, причем человек совершенно с вами ничем не похожий, ни интересами, ни, например, образованием, ни статусом, может быть, даже другой национальности, другой религии. Ну, просто вот небо и земля. Вот. Будете дружить с этим человеком, будете дружить, и, знаете, дружить будете достаточно плотно. По крайней мере, я вижу, что очень много позитива этот человек внесет, много каких-то хороших дел, поступков для вас делает, помощь какую-то вам окажет. Вы к этому человеку, ну, тоже будете испытывать большую симпатию. Вот вам будет нравиться общаться с этим человеком, а этому человеку будет приятно для вас что-то делать. Вот так идет. Но это больше как приятели, друзья. И, кстати, человек противоположного пола. Да. Неплохой, очень даже неплохой человек. Да. Так. Возможность переехать идет. Переехать, съехать, поменять жилье. Ну, кто хотел, кто искал, кто надеялся, будут предлагать несколько вариантов. Вам, кстати, очень толковый риэлтор попадется, либо тот, кто сдает, да, очень толковый человек, знает, как правильно оформлять документы, знает, как должно быть, чтобы и ему как бы гарантировать безопасность, и вам, да. Вот прям уважение, вижу, что вы уважаете этого человека. Не обидит вас этот человек, только вот что-то мне кажется, это будет далеко от того места, где вы находитесь сейчас. Вас, наверное, это будет смущать. Но вы все равно согласитесь, потому что выгодное предложение идет. И по цене хорошее, и человек порядочный, кто сдает, да, кто оформляет документы. Вот. Да и место там получше будет, чем то, где вы сейчас находитесь. Это просто вы привыкли, да, дело в привычке. Так, кому-то душа идет. Душа усопшего родственника, я так понимаю.
Очень надо что-то вам передать, что-то сказать, на что-то обратить внимание. Могут сниться сны. Кто у меня посильнее, я просто знаю, что вот кто смотрит мои цыпочки, вот есть люди, которые обладают определенными специфическими способностями и находятся на связи с тонким миром. Вам даже явления могут быть, да, вот проявится дух. Очень важная информация идет, подсказка, намек, указание, да, ну вот прям важно, это важно. Старайтесь запоминать сны, и если это будет явление, ну ничего не бойтесь. Мертвые нас не могут обидеть, не могут. И не важно, откуда они пришли, сверху, снизу, не важно. Важно, что мертвый живому ничего сделать не может. Это в голливудских фильмах так всякую ересь показывают. Ну, вот так не может. Вот, не бойтесь абсолютно. Этот дух придет помочь, подсказать, направить, указать. Вот, не бойтесь. Так, кому-то, кстати, животное идет. Животное. И знаете, что вижу? Вижу, что у вас такое настроение, либо не хотите, либо не готовы. Может, хотите, но не готовы именно сейчас. Либо вы хотите, а у вас уже одно есть. Либо вы, в принципе, думаете, что вы не справитесь. Так-то я люблю животных, но себе там, мне некогда, да, у меня работа, у меня дела. Когда же я там буду время уделять этому животному? Животное идет именно к вам, в ваши руки, с очень, скажем так, важной целью. То есть для вас это идет испытанием на человечность. То есть если вы это животное берете, вам ставят вот прям плюсик и галочку. Поверьте, там не будет сложностей с воспитанием, с уходом, с кормлёжкой, этого ничего не будет. Наоборот, будет море удовольствия и радости от того, что именно эта животиночка стала членом вашей семьи, поселилась в вашем доме. Это животное как будто бы выбирает вас. Да? Не вы выбираете, просматриваете, да, кого я возьму. Так заходите в зоомагазин, и там большой выбор животных. И вы думаете, кого бы мне взять? Кошечку, собачку, хомячка, не знаю, там, попугая, рыбку. Да, нет, животное само вас выберет. Здесь вот прям случай идет. Либо вы зайдете и обалдеете, увидите там какую-нибудь, ну, допустим, да, там экзотическую какую-нибудь животиночку, и прям скажете, все, не могу, я должна взять. И возьмете, и сами потом будете думать, как так, зачем? Да, либо дети, кстати, могут принести. Либо человек, например, там, знакомый скажет, вот все, горю, уезжать надо, что-то произошло. Вот если не возьмешь, все, животное пропадет. Но это животное именно вас выбирает. Ой, мои хорошие, много-много радости вы испытаете от этого животного, да, принесет много радости, улыбок будет очень много, счастья будет много, любовь, понимаете. И вы полюбите, и вас полюбят. Вот радость. И, кстати, очень благое дело вы сделаете. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.